В Якутии стало на двух героев России больше. О подвиге Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева теперь знает вся страна, весь мир. Мы гордимся нашими героями и хотим сегодня поговорить в студии именно о патриотизме. Любовь к отчизне, преданность Родине и искреннее родение за свою страну – именно в этом сейчас заключается код будущего многонациональной России. Это программа «Якутия Лайв» в студии Ирины Ефимова. Подвиги земляков, присвоение высшего звания Героя России уже 3 якутянам за последнее время укрепляет дух и боевой настрой всех наших бойцов. Они стали нашим примером и национальным достоянием. Предлагаю посмотреть сюжет нашего корреспондента с чествования Героев России специальной военной операции у главы Якутии Айсена Николаева. Всех, кто сегодня собрался в зале Дома правительства, объединяло одно чувство – чувство гордости за своих героев, за свою республику и за свой народ. Действительно, подвиг героев-танкистов прославил нашу республику далеко за пределами страны. Видео легендарного боя танка «Алеша» по мессенджерам и социальным сетям разошлось по всему миру. Старшее поколение воинов-интернационалистов, прошедших службу в Афганистане, причисляет новых героев к своему боевому братству. Свои все группы афганские, всероссийские написал Якутия, это звучит гордо. У нас действительно 3 героя России. И это, наверное, не случайно, потому что, как никогда вся Якутия сплотилась, весь народ. Алексей и Филипп – простые якутские мужчины. Для них непривычно находиться перед камерами и фотоаппаратами. Скромные бойцы даже родным не сразу рассказали о своем подвиге. Мы узнали, как все, только после того, как объявили, начали искать документы, фотографии. Вот только тогда узнали. А наша мать, она, думала, что это, когда увидела видео, думала, что это наш брат, а мы ей не поверили. Глава республики Айсен Николаев вручил героям денежные сертификаты от республики и еще раз поблагодарил от имени всего якутского народа за их подвиг. За то, что теперь миллионы людей по всему миру будут равняться на якутских воинов. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. Алексей Неустроев и Филипп Евсеев вернулись на прошлой неделе и, конечно, сразу поспешили вернуться к родным в свои родные улусы. Александр, расскажите, пожалуйста, как вы встретились, что они рассказывают? Встретили ребят мы с волнением, радостью и гордостью. Чувства переполняли. Ребята, видно было, с дороги очень устали. И последние события последних дней, вся это организационные моменты по награждению, потом все это свалилось для ребят таким испытанием тоже. И видно было, что ребята очень устали, но держались очень стойко, в глазах уверенность, твердость. Поздравили ребят, и встретили в порту их родные и близкие. Сразу все уехали со своими родными к себе домой. Вся республика, вся страна гордится. Просто, говорю, гордость распирает. А вот ваши личные чувства? Какие личные чувства? Очень рад за ребят, за наших земляков. Получается, они этим подвигом прославились не только на всю Россию, на весь мир прославились. Я читал комментарии, в том числе и зарубежные. Они поражаются, смелостью и отвагой, и какой-то безбашенностью. Один танк против целой колонны, это не каждому дано. И они сравнивают своих военных, наших военных. И для них это просто, их понимание, это просто космос какой-то. Они для зарубежного обывателя это просто из мира фантастики. Понимаете, это видеть голливудские фильмы одно, а видеть реальный бой, когда нету дублей, нету монтажа. Это жизнь дается один раз человеку, но люди рискуют ради своей страны, но это очень большого стоит. Да, наверное, весь экипаж этого танка сейчас самый знаменитый из героев России, которые есть, мне кажется, да?
Но здесь, в тылу, мы своим трудом развиваем экономику, улучшаем жизнь, чтобы быть опорой Родины в непростое время. Ну и главная задача сегодня – это, конечно, укрепить патриотизм, духовно-нравственное воспитание. В первую очередь, конечно, это относится к сфере образования. Вот у нас есть представитель сферы образования. Что вы отметите? Какие ключевые нововведения сейчас у нас? Ну, я хотел бы отметить прежде всего то, что в целом патриотическому воспитанию в республике испокон веков уделялось очень много внимания. Вот, и говорить о том, что сейчас вот с началом специальной военной операции мы как-то в этом направлении прямо усилились. Нет, неправильно. Постепенно, планомерно идет систематизация, добавляются какие-то новые элементы воспитания. Те же разговоры о важном, это, на мой взгляд, очень такой хороший формат, когда можно с ребенком спокойно в формате классного часа, вот, не в рамках какого-то предмета, а именно по душам, что называется, поговорить, рассказать, либо пригласить кого-то интересного, который ребенку действительно может донести что-то важное. Это очень интересный формат. Кроме того, ну, реализуется в последнее время очень много проектов, которые затрагивают тематику именно патриотического воспитания. Это как проект «Парта героя», вот, наши региональные проекты «Герои среди нас». Ну, о них много можно рассказывать, но по факту получается, что это всего лишь очередные кирпичики в тот фундамент, который ковался и будет коваться в нашей республике. Ну, в кадетской школе-то, конечно, Это не только касается... всегда да. было главным патриотическое воспитание. Но и стоит вспомнить, что вот все-таки Якутия была первым регионом, где мы начали именно начала недели учебной, да, с прослушивания гимна России. Потом эта практика распространилась по всей стране. Это первым, конечно, начал Арсений Сергеевич Николаев с его подачи в школах республики началось. И вот то, что на уроки о важном приходят действительно люди, рассказывают. Ну, вот, собственно, вчера президент страны приходил на урок о важном, да, в одну из школ. Александр, вы, наверное, ходили ведь тоже на уроки о важном наверняка в школы. Я уже как бы больше 10 лет посещаю школы, разговариваю с детьми, там о важном, о патриотизме, о каких-то моментах истории, вот, из своего опыта, вот, да. И в глазах детей видно, что очень детям это интересно. Они просто как бы в глазах зажигается огонь. И это надо как бы такое воспитание поднять обязательно. И вот после начала специальной военной операции оно стало очень актуальным. Требует само общество, требует сама жизнь, сама история. А вот вам самому интересно на этих уроках? Здесь, это же диалог какой-то, конечно, да? Они конечно. вопросы Для них какие многие, задают? да, многие дети для себя открывают очень как бы новые страницы, да, новую реальность. Понимаете, почему так сложилось? После развала Советского Союза наша страна, пытаясь угодить коллективному Западу, как бы открыла свои двери. Понимаете? Убрали очень много наших традиционных моментов, в том числе патриотического воспитания. Нам очень сильно урезали историю. И это определенно как бы дало свои плоды. И Запад решил, что пора. Понимаете, вот 14 год, вот 23-й, они подумали, что достаточно они промыли сознание наших молодых людей, вот, но они ошиблись. Знаете почему? Потому что патриотизм у нас в генах сидит, у народа нашего, в генном уровне. Память генная, вот патриотизм, она есть. Просто надо дать толчок, и все. И вот подвиг наших ребят, не только танкистов, все, которые сейчас находятся на передовой, у них все это тут и рядом. Вот. Я всегда вот, один раз меня спросили в Москве, вы готовы, говорит, погибнуть за родину, за президента страны? Я говорю, да, я готов. И нас, говорю, много. Вы спросите, в Америке за Байдена желающих много погибнуть? За Шольца в той же Европе, да, за Макрона, или ту же Великобританию возьмем, да, Англию, где примеры меняются чаще, чем времена года. Понимаете? Там желающих много, а нас, говорю, миллионы. Понимаете? Вот в этом отличие нас и вот западного, так называемого, мира. В этом. Спасибо, интересно.
Ну и вот движение первых было создано по инициативе президента страны в 2022 году, то есть, ну, буквально год прошел, да, или еще не прошел. Ну, наша республика с момента издания указа президента страны о создании российского движения школьников активно начала работу. В прошлом году, в сентябре, у нас был образован координационный совет при главе республики Арсения Сергеевича Николаева по развитию движения первых. И мы первая республика, субъект, который создал первое местное отделение в Российской Федерации. Оно состоялось 7 февраля этого года на базе Северо-Восточного федерального университета. И по Дальнему Востоку мы тоже занимаем первое место по регистрации и открытии первичных отделений движения первых. На сегодняшний день у нас 476 первичных отделений по всей республике, созданы местные отделения в 32 муниципальных образованиях. И в течение полугода за летнее время, каникулярное время, мы направляли наших детей, школьников во всероссийские центры отдыха и оздоровления, во всероссийские игры, конкурсы. Из 7 муниципальных образований были направлены порядка 50 детей. Это как и индивидуальные наши участники, так и малые групповые. Это полностью за счет нашего движения первых. Из разных районов, да? Из разных районов. Здесь на конкурсной основе дети самостоятельно, добровольно принимают участие на сайте будьдвижение.рф и принимают вот здесь активное участие. Но вы также председатель юнармии. Вот расскажите, а в чем, ну, наверное, юнармия стала вот каким-то костяком, да, вот этого движения первых или нет? Или как-то, ну, в чем отличие? Ну, юнармия является учредителем, входит в движение первых, как коллективный член этой организации большой. И наши юнармейцы, конечно же, остаются юнармейцами в том числе. И есть очень неплохие результаты по данному нашему движению. Вот в сентябре мы открываем также наш очередной слет юнармейского движения. У нас уже, скажем так, во всех муниципальных образованиях созданы юнармейские отряды, местные отряды. И также по патриотическому воспитанию мы реализуем федеральные проекты. В сентябре мы планируем открыть очередную граффити «Защитник». В прошлом году мы открыли Вот граффити о том, Победы. какая будет граффити, да, мы расскажем после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия Лайф». Мы говорим сегодня о патриотизме и о патриотическом воспитании. И прежде чем уйти на перерыв, обсуждали движение первых. Нам начали рассказывать, что будет какое-то патриотическое граффити. Да, у нас реализуются федеральные патриотические проекты на территории нашей республики. В прошлом году в рамках юнармейского движения мы реализовали граффити Победы, рисовали совместно с нашими юнармейцами нашего героя Советского Союза Николая Савича Степанова, который исполнилось в прошлом году столетие нашему герою. В этом году мы планируем также реализовать проект, и планируется нанесение рисунка также нашего героя, участника специальной военной операции Данила Василия Васильевича с родными и с правительством республики. Этот проект у нас согласован, и надеемся, у нас в 20-х числах сентября этот проект будет реализован. Ага, его рисунок — это в смысле его портрет или это рисунок, его, который он нарисовал? Да, нет, это будет его рисунок совместно с юнармейцем. Здесь будут рисовать профессиональные художники с России, с ассоциацией граффити Раша и совместно с нашими юнармейцами. Здесь мы, конечно же, благодарим наших совместных социальных партнеров, Министерство по делам молодежи, Министерство образования, наших всех партнеров, которые участвуют в этом проекте. Ага. Ну вот у нас тут представитель Минмолодежи как раз имеется. Вот
Когда мы говорим о патриотическом воспитании подростков, там, школа, движение первых, я так понимаю, это тоже на школьников рассчитано, да, и так далее. Но важно вот эти вот патриотические убеждения приумножать, сохранять при вступлении в взрослую жизнь, да. Вот тут как раз вот министерство ваше. Ну да. Но А, получается, тут самое главное это сохранить системность в подходах, потому Мгм. что сейчас на самом деле делается очень много, и тут все коллеги, наверное, каждый по своей части делает огромную титаническую работу из других ведомств, я имею в виду правительства, по патриотике в том числе. Но самое главное это иметь системный подход, потому что даже сейчас в тех мероприятиях и в принципе патриотизм, у него, как говорится, 10 граней. Это начиная от любви к своей малой родине, там и волонтерству, добровольчеству, заканчивая элементарно любви там, к своей семье. То есть самое главное, чтобы человек, на которого направлены эти мероприятия, он воспринял эту любовь и нашел себя в одних, там, кто-то находит, там, не знаю, 8 из 10 проявлений, кто-то там 1 из 10, но все равно так или иначе, чтобы он был восприимчив к этому. Сейчас у нас в республике принят единый план патриотических мероприятий на этот год и с прогнозом до 2025 года. В этом году 148 мероприятий проводятся разнонаправленных, то есть это и акции, и те же самые беседы, и разговоры. То есть они все соединены в единую канву и так или иначе направлены вот на реализацию и патриотического воспитания. Ну и как вы, наверное, все знаете, у нас принят закон Республики Саха-Якутия о патриотическом воспитании, который тоже дает такую большую основу и базу. И самое главное, ну, естественно, мы надеемся, что со временем то, что есть в законе, это создание патриотического центра, это все будет и будет в плановом периоде до 2025 года. Мгм. Ну и у нас с июня работает Государственный фонд «Защитники Отечества». Мы обсуждали здесь не раз и его работу, и в основном фонд, ну, как бы шла речь о том, что о помощи семьям главным образом, да, о помощи самим служащим. Вот. Но оказывается, что и патриотическое воспитание тоже входит в работу фонда, да, Симон? С начала момента открытия, да, у нас проводится также вовлекаем ветеранов боевых действий СВО и членов семей погибших в таких мероприятиях, как уроки мужества, да, также участвует во всероссийских акциях «Свеча памяти», возложение цветов, День памяти жертв детей Донбасса, День ветеранов боевых действий. И, конечно же, еще наши ветераны уже принимают участие во всероссийских мероприятиях, в спортивных мероприятиях тоже. Мгм. Вот, Сергей, вы были на форуме, да, всероссийском, первом всероссийском форуме СВО, где значит, обсуждали, я так понимаю, как раз Да, вот эти вопросы. Расскажите, что там. да, вопросов было много. Там было очень много ветеранов СВО, там даже были ребята, которые с 2014 года, будучи жителями Крыма, защищали с палками, с дубинами шли на военные части, да, и очень ждали приход наших войск, да, и они дальше продолжают освобождать, да, и, конечно, один из главных вопросов это было восстановление наших ветеранов как психологическое, да, то есть помощь, да, социальная, психологическая. Один из аспектов этого была работа со школами, да, проводить уроки мужества, приводить учителями ОБЖ. Ну, все мы понимаем, что перед тем, как зайти в школу к детям, да, этот человек тоже должен быть готов. Да, на самом деле дети, учителя тоже ведут довольно-таки, если у нас же идет гибридная война, да, то есть у нас постоянно и горячая, да, на полях сражениях, это и информационная. Учителя каждый день сталкиваются с этим, да, то есть у нас все больше и больше против России, да, как бы ведется информационная война, все это идет, и каждый день учитель, да, отвечает на эти вызовы. Очень хорошо, что у нас появились единые учебники по истории. Да, это одно из Это вот с нововведений. этого года С у этого нас года я появился единый сегодня, да, учебник. мы все получили 1 сентября, вся республика, вся Россия должна была получить учебники. Ага. Мы получили, я сегодня его открыл, Мгм. посмотрел, и там уже есть герои России, именно участников СВО.
То есть, да, наконец-то у нас появилась одна единая линия, которую мы будем направлять, да, обучая к детям. Вот. И, соответственно, с помощью фонда ветеранов, которые тоже видят этот а, их боевой опыт, да, при внесении. Конечно, да, мы, может быть, упустили один аспект именно начальной военной подготовки. Мгм. Но патриотическое воспитание было всегда, как бы. Мгм. Да, Но это теперь я так любовь. понимаю, что начальная военная подготовка будет в рамках как раз вот ОБЖ. Да, в рамках ОБЖ, ну и То есть он теперь называется предмет основы безопасности и защиты Родины. ну, Правильно я понимаю? его еще не ввели, Мгм. еще готовится. Ага. Да, и пока именно в рамках НВП будет в рамках ОБЖ. То есть еще идет готовка. То есть очень много вопросов, очень много, как это вводить, что преподавать, потому что все-таки подготавливать детей, делать растяжки, это же все-таки можно попасть под закон терроризма. Нельзя, как бы, да, определенные такие вот моменты. Ага. А вы этот учебник смотрели как директор школы или вы историю Я преподаете? учитель истории. Да. Ага. То есть Ага. это непосредственно... Да, с точки зрения такой. Мгм. А вообще вот эти патриотическим вот этим воспитанием должен все-таки больше с детьми кто разговаривать об этом? Учитель истории, обществознания? Это Или учитель литературы я считаю, родной? это Или... каждый учитель должен говорить об этом. И они говорят об этом. Мгм. Да, и сейчас вот, если сказать о выносе тут, да, нововведения флаги и гимн, Мгм. да, я был когда еще на бытности своей замом директора по воспитательной работе, да, и вынос этого флага, я думал, ну, опять такая вот рутина, заставляют, как бы, да, дети будут отказываться. Ага. Но здесь получил обратный такой эффект, наоборот, детям было даже интересно, а кто же сейчас достоин, да, будет вынести этот флаг, либо поднять этот флаг, Ага. да, вот, как бы, и это и воспитывает, да, из таких мелочей, как бы, разговоров с учителями, То есть педагогами, это да, да. не кто-то каждый раз делает, а это специально выбирается, да, там ученик Выбирается достойный. ученик, один из достойных по учебе, по спорту, по активной жизненной позиции своей. Мгм. Мгм. А так во Это- всех школах или у вас только так было? Ну, в принципе, это, да, это практика во всех Да? школах Вас практически. тоже выбирают, да, кто поднимается? Ну, там идеальные все, по-моему, там- У нас есть особый церемониал выноса и поднятия государственного флага. Это скорее из разряда воинских традиций. То есть у нас флаг и исполнение гимна исполнялся У вас с всегда момента, было, да, с с момента момента основания основания школы. школы. Да, это как Мгм. бы считалось нашей визитной карточкой. Вот, и поэтому, когда это было предложено Асеном Сергеевичем, да, у нас это уже, мы лишь совершенствовали эту процедуру, уже возводя ее в рамк с тем, чтобы можно было ее действительно транслировать, показывать. Вот, поэтому, конечно, я уже с этой точки зрения могу сказать, что на самом деле это действительно, как вот Сергей Геннадьевич сказал, и подтягивает, и дисциплинирует. Вот, но и в целом не забывать свои гербы, гимны и флаги, да, это обязанность не только, скажем так, патриота, но любого гражданина, который проживает на территории Российской Федерации. С Мгм. этого, ну, на самом деле это начинается вот с мелочей. Поэтому, конечно, государственная символика — это очень важно, и видя ее перед собой, человек волей-неволей ассоциирует себя с народом, с этносом, со страной в конечном итоге. Мгм. Но понятно, когда школа, ну вот кадетская, там, училище военное и так далее, это вот, ну, а если школа общеобразовательная, ну вот обычная, да, вот как в вашем случае, а, бывают ли случаи такие, ну вот сложные, когда, допустим, родители против того, чтобы дети посещали такие уроки? Вот, ну, было ли такое или нет? Нет, такого прям не было, чтобы Мгм. нет, мы не хотим, чтобы разговор о важном, это же не только говорит о именно о патриотизме, ну, то есть это патриотизм, но только разговор это истории, это могут Мгм. быть каких-то событиях, праздниках, да, Мгм. это именно тот аспект, который создает в целом культуру, да, нашу именно традиционные ценности. Мгм. Это То же есть тоже вот патриотизм воспитывает. мгм. О связи патриотизма с традиционными ценностями мы поговорим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем разговаривать о патриотизме и патриотическом воспитании. Вот сейчас возник, перед тем, как уйти на перерыв, тема связи патриотизма с традиционными ценностями. И еще в самом начале программы вот от Героя России, от Александра, прозвучала такая мысль, что патриотизм у нас в генах вообще заложен. Да? Вот действительно, ну, если, что такое вообще патриотизм? Если вот это просто любовь к стране, то, в принципе, ну, патриотом, то есть, где связь вот именно с традиционными ценностями, с опорой на там, наши традиции, что мы противопоставляем сейчас вот западному миру? Сейчас же вот такая идет, вот что об этом, что кто может сказать? Ну, патриотизм, кроме любви к своей родине, да, это еще чувство защитить нашу родину. Испокон веков на нашу страну все время нападали. Россия не нападала, по большому счету, ни на кого, она все время защищалась, понимаете? Защищалась от внешних агрессоров. И вот поэтому в нашем народе заложен код защитить свою страну. Потому что страна? Начинается вот семья, дом. Мужчина защищает свой дом, правильно? А Россия — это наш большой общий дом. Если мы потеряем свою большую родину, то и наших собственных домов не будет. Просто простая мысль. И вот здесь очень много сказано про патриотическое воспитание, да, какие-то направления. Все это очень хорошо, это все работает, но в целом должно, я считаю, само взрослое общество тоже в себе пробудить, стать патриотами. Тогда наше подрастающее поколение, глядя на это, им легче будет как бы понять все это. Знаете, почему я так говорю? Потому что есть хорошая вот, поговорка, да, или там крылатые народные слова. Если мужчина, отец семьи, хочет воспитать из своих сыновей достойных людей, сильных, умных, с этим патриотов, да, он должен быть таким сам. А дети, как губка впитают и станут такими. То есть только на своем Да, примере. да. И общество то же самое. Общество, что у нас это просто семья большая, понимаете? Только так. Вот знаете, вот с начала СВО многие мужчины пошли добровольцами сами, встали на защиту Отечества. И когда даже началась мобилизация, подавляющее большинство молодых людей, мужчин, сами пришли в военкомат и попросили им выписать повестку. Понимаете, о чем говорю? Вот это и есть. Своим примером показать, что такое настоящий патриотизм. Тогда, получается, нужно работать не только с подрастающим поколением, но и с родителями? Конечно, конечно, обязательно. Как это так? Ну, взрослые пускай дети мои будут патриотами, а мы как-нибудь так боком-боком по кустам. Нет, так дело не пойдет. Ну и вот касательно традиционных духовных ценностей, да, мы же, как говорится, это неправильно, наверное, даже не совсем корректно сказать, что мы противопоставляем. То есть на самом деле мы всего лишь подчеркиваем, что для человека, для любого ребенка, да, есть понятие мама, есть понятие папа. Неправильно это родитель один, родитель два. То есть мама — это тот, кто дал жизнь, это вот то, что надо пронести. Когда ты любишь маму, когда ты любишь там свой двор, свою литературу, знаешь своих героев, вот тогда у тебя появляется повод гордиться и любить свою родину, свою страну. И тогда не возникает вопрос, а надо ли защитить это дело. Вот. Поэтому, конечно, мы не говорим, что плохо. Мы не следуем там, скажем так, примеру коллективного Запада, когда запрещается, вымарывается имена русских писателей, классиков, когда Пушкин становится табу. Нет, конечно, пожалуйста, Тараса Шевченко, там, ну, читайте Гоголя, пожалуйста, никто же не запрещает, то есть у нас нет понятия запрета, да, но показать, вот реализовывается такой проект интересный «Азбука о важном», то есть это по инициативе Юрия Петровича Трутнева, вот, его аппарата проводился такой окружной семинар, и в рамках этого семинара вот они сказали, вот поднимаем обычную азбуку, ежик, да, там, рысь, а давайте попробуем представить какие-то слова, которые действительно важны и ассоциируются. Да? И вот на «Р» появилась Родина.
Допустим, ну, на М мама появилась, вот, а не мыло. Ну, в принципе, вроде бы, казалось бы, такая мелочь, но на самом деле работает над составлением этой азбуки, вдруг начинаешь понимать, что, оказывается, в жизни твоей есть какие-то ценности, которые они неизменны, и ну, их никто мне не должен и не обязан мне вот так вот забивать, что это неправильно, что это нехорошо. Я не должен стыдиться того, что у меня есть мама, я не должен стыдиться того, что у меня есть родина, я не должен стыдиться своей культуры, своего языка. Я не должен, но в конечном итоге, если все это я забуду, я перестану быть не только гражданином, но и личностью. Поэтому, конечно, вот это сохранение традиционных ценностей, это не просто важно, это действительно часть, наверное, нашего будущего. Вот мы говорим о том, что патриотизм — это любовь к своей стране, это, вот, как Александр сказал, защищать свою страну. Но ведь оставаться в своей стране и трудиться на ее благо — это ведь тоже патриотизм, потому что у нас сейчас год труда, да, вот очень многие, ну, из Якутии, может быть, не многие, но вообще в рамках страны очень много молодежи достаточно уехали при первой же возможности. И вообще очень долгое время у нас культивировался такой вот образ успеха, если ты за границу уехал жить и работать. Вот это же тоже вкладывается. Ну, это вот у тех вот у нас, кто в 90-е, допустим, рос, да, как я. Вот сейчас вот это же тоже должно как-то меняться. Вот как с молодежью работать в этом смысле? Ну да, на самом деле. Ну, в принципе, наверное, человеческий капитал на Дальнем Востоке им всегда уделялось особое внимание о том, как привлечь ресурсы, потому что территория, сами мы понимаем, огромная, и нужны люди, чтобы работать, жить тут. И на самом деле тут можно сказать о том, что, во-первых, всегда проводится такая политика, и сейчас она продолжается, это социальные лифты и открытость. То есть власть старается быть максимально открытой, и социальные лифты, которые проводятся, различные кадровые конкурсы, начиная от министра, там, заканчивая вот Якутия вперед, который вот был в этом году также проведен. Где, Сейчас, кстати, финал, да, уже будет да, скоро? сейчас финал, и там, кстати, отдельно мы сделали акцент как раз на привлечение ну, как бы не то, что привлечение, как раз работа с молодежью с районов, чтобы иногда просто говорят, что слишком фокус внимания смещен в Якутск, а тут мы решили максимально сделать так, чтобы фокус внимания был на всю республику. Вот, в этом плане тоже. И, естественно, у нас есть, ну, прорабатываются новые механизмы, потому что, на самом деле, отток населения и те люди, которые уехали, это, конечно же, планомерная работа, чтобы люди видели, что жить, работать на севере, жить, работать в Якутии, это престижно, это почетно, и для этого также должны создаваться необходимые условия труда, начиная с самых банальных, заканчивая, естественно, определенным требованиям, которые сейчас есть у молодежи. Вот. Но Вот. в советское время ведь тоже, ну мы же возвращаемся, да, во многом к тому времени, тогда же была эта, ну вот целая система построена, да, там и песни, и фильмы, и книги, да, то есть образ такого героя — это был комсомолец, который поехал строить БАМ, или там, ну, за туманом, за запахом тайги, там куда-то вот в Якутию, на север работать, вот. А потом вот как-то внезапно успешный успех стал вот именно уехать за границу, зарабатывать большие деньги. Вот это же должно меняться где-то вот на, я не знаю. Ну, это комплекс, да, должен быть изменений, в том числе, как говорили, это и в культуре должны происходить определенные изменения, то есть те же самые фильмы, те же самые песни, которые должны появляться. И я думаю, в плане фильмов сейчас эта работа налаживается. У нас же появляются хорошее отечественное кино именно про тех людей, ну, правда, большинство, которые из Советского Союза, там про спортсменов выдающихся, про выдающихся тружеников, целые сериалы выходят хорошего качества, которые имеют свои охваты. И это, но это длительная и планомерная работа, естественно. Что вот для вас патриотизм? Патриотизм, прежде всего, ответственность. Потому что вот вы говорите, что люди, молодые люди уезжают за границей и так далее. Но вот если нет ответственности, да, вот за
те ценности, которые прививают родители с самого детства, это любовь к своей семье, к своей родине, малой родине, к своему отечеству, оно должно быть у каждого человека. Потому что если не они, не мы, да, вот, которые будем строить наше будущее совместно со всеми, живя в нашей родине. Поэтому здесь начинается с ответственности, потому что это должно не только быть делом государства, но и делом каждого человека. То есть любить родину не как маленький ребенок маму, да, а как взрослый сын или дочь заботится и несет ответственность за своего родителя. Да, именно. В моем понимании, наверное, это слово такое, правда, его в русском языке нету. Это нужность, да, нужность каждого человека к этому обществу. Это очень хорошо проявляется в чем, когда солдат, отвоевавший, приезжает домой, и он, как бы, это показали 90-е, да, афганские, чеченская война, когда человек брошен, он никому не нужен, он не нужен своему государству, да, он не нужен был людям, да, за кого он проливал кровь. Сейчас же вот это вот патриотизм и должен быть и нужности, что я нужен. Чувство того, Вот, что не только да. родина тебе Это нужна, да, но и ты нужен ей. Да, я соглашусь с Сергеем, потому что настоящий пример патриота, я считаю, что это наши ребята, бойцы, ветераны боевых действий, да, и по возможности, чтобы их реабилитировать, мы вовлекаем их вот как раз-таки на мероприятия, где участвуют дети, да, и как раз-таки вот таким хорошим мероприятием было, когда наши ветераны приняли участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, да, они выступили с напутственными, приветственными словами в адрес детей. И когда вот мы посещаем уроки мужества в детских лагерях, да, дети очень хорошо воспринимают наших ребят, они для них герои, примеры патриотизма. Ну и касательно нашей школы, допустим, у нас, понятное дело, хватает военной патриотики, хватает примеров беззаветного служения Родине, да, вот, но у нас немножко мы, скажем так, пошли шире, вот, во-первых, да, даже по той же партии героя, да, допустим, мы приняли такое решение, что для нашей школы героем будет являться именно тот, кто добросовестно отучился, кто честно работает в настоящий момент. Вот, и поэтому у нас есть парта героя, допустим, следователь Следственного управления, Следственного комитета. Он не совершил подвигов, наверное, каких-то, но человек отучился, закончил высшее образовательное учреждение, добросовестно работает, не имеет никаких нареканий. Да. Для нашей школы он герой, безусловно, герой. Вот, у нас есть точно как так раз же... из тех, кто трудится просто Да, здесь, у нас, на у благо нас Родины. есть парта героя, пилот Боинга. То есть человек у нас работает в гражданской авиации. Вместе с тем это же большое, колоссальное вот внутреннее усилие человека, которое он потратил на то, чтобы стать пилотом действительно Большого самолета. Большого самолета, да. Поэтому каждый, кто на своем рабочем месте добросовестно, ежедневно трудится, украшая своими делами или принося реально какой-то вклад в экономику, да, но это тоже герой, и это, безусловно, патриот. Ну вот на этой, наверное, прекрасной ноте мы и закончим. Это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.